В городе, в Камрате, проведено всего лишь навсего до 15% канализационной системы. Это в столице нашей Гагаузии. Остальная часть людей пользуется септиками. А мы с вами понимаем, что такие септики. Это фильтры. Вода просачивается и идет по наименьшему пути сопротивления. И куда? В подвалы попадает. Сегодня это катастрофическая ситуация в Камрате. И как 10 лет назад, так и сегодня абсолютно никто на это внимание не обращает. Ищут виновных. Но это в первую очередь работа примарии. У нас сегодня не только возле самого Ялпуга в подвалах появилась вода. На самой высокой точке в Камрата можно найти полные подвалы с водой. Перейдемте к водопроводу. Мы знаем уже из тех данных, которые примария подает, что 75% воды теряется. То есть ежедневно в Камрате теряется приблизительно 1500 тонн воды. 1500 тонн. Мы с вами и редко видим иногда пробоины какие-то. Да, бывает, без этого никак. Но не видно, что столько воды текло. Значит, есть другая какая-то ситуация. И вот те люди, которые сегодня платят за воду по 16 лей, если бы была какая-то экономия, если бы навели порядок, как Финоса навела, как Молдова газ навела, конечно бы цена в воде была бы 5-6 лей. Ну, кажется, никому интереса нет в этом вопросе. Если мы пойдем чуть дальше к дорогам, мы привыкли видеть только центральную дорогу и еще Третьякова иногда бордюры чистят, делают какой-то ремонт. А если отойдем чуть направо и налево на 500 метров, мы увидим в Камрате полнейший гадюшник. И в некоторых даже улицах никогда нога примарии не наступала в эти улицы. Я не говорю уже о том, чтобы там организовали сбор мусора. У нас обычно в год 1-2 раза проводят разметки по дороге, которые стоят 500 тысяч лей. Вот где-то 1 000 000 лей мы тратим для того, чтобы провести разметки, которые через неделю-две пропадают. Но это нетрудно узнать, почему именно это делается. За 1 000 000 лей можно было потихоньку по одной улице отремонтировать. Но и это не делается. Давайте посмотрим, что творится у нас с перевозкой людей. Мы уже несколько раз слышали, к нам приходят к нам люди сюда, жалуются, дорогой очень проезд, 4 лея, даже выше. Мы уже разбирались в этом вопросе, дали решение, чтобы они привели его в соответствие. Я видел, что примар выходит по телевидению и объясняет, что надо получить от Народного собрания какую-то методику снизить цены. Значит, когда повышали цены, они знали, как повышать. Народное собрание им не нужно было. Сегодня они людям мозги компасируют, что Народное собрание должно снизить цены. Но мы видим другое. Когда доходим до истины, оказывается, там же советники все решают, оказывается, все рейсы находятся под советниками. И мы с вами знаем, что сегодня продается один рейс продается он вместе с автобусом 40 тысяч долларов. А когда мы спрашиваем, почему так дорого, ну, не получается. Если не будем брать так дорого, не будет никто работать. Ну, уходите в сторону, дайте другим работать. И если бы не было там цены, так не было бы и стоимости 40 тысяч долларов. Евро даже, не говорю, 40 тысяч евро стоит рейс. Поэтому там вся коррупция полностью в этой примарии. Надо менять там все.